собак. Здравствуйте! Рада новой встрече с вами. Внимание! Проверь, дружок, готов ли ты начать урок? Все ли на месте? Все ли в порядке? Книжки, ручки и тетрадки. Есть у нас девиз такой: все, что нужно, под рукой. Ребята, послушайте, пожалуйста. Мед в лесу медведь нашел. Мало меда, много пчел. Итак, чего много, а чего мало? Правильно, много пчел и мало меда. Тема урока «Много или мало?». Сегодня на уроке узнаете, как использовать слова «много» и «мало». Научитесь правильно изменять слова в предложениях со словами «много» и «мало». Будем говорить о том, чего в мире много или мало. Сегодня на уроке мы будем работать со словами, некоторые из которых, возможно, вы еще не знаете. Сейчас мы познакомимся с их значением. Посмотрите на слова, которые на экране. Еда, сметана, хлопок, ячмень, печка, больше, меньше. Посмотрите, это еда. Это то, что едят, употребляют в пищу, подают на стол. А это сметана. А это что? Его еще называют белым золотом. Да, конечно же, это хлопок. Хлопок у нас в стране растет на юге, в Волжской, Джалалабадской и Баткенской областях. Хлопок очень нужное растение, потому что из него мы делаем много вещей. Белый хлопок используют в медицине. Из него делают одеяло, полотенца, ткани и одежду. Из семян получают хлопковое масло. А сухие стебли используют как дрова при приготовлении еды. А это ячмень. Растение, которое больше всего используют как корм для животных. Печка – устройство для отопления, для приготовления еды или для получения высокой температуры. А теперь мы попробуем эти и другие слова использовать со словами много-мало. Что? Хлопок. Сколько? Много, мало, немного. Чего? Хлопка. Обратите внимание, как заканчиваются слова. Хлопок, много хлопка. Чай, много чего. Чая. Молоко, мало чего. Молока. Печенье, немного чего. Печенья. Еда, много чего. Еды.
соль. Мало чего? Соли. Фрукты. Немного чего? Фруктов. Люди. Много кого? Людей. Значит, когда слова используются словами много, мало, немного, они отвечают на вопрос «чего?». Вот теперь мы готовы с вами ответить на вопрос, когда использовать слова много, мало и как изменяются другие слова в таких предложениях. Попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно. Правильно, эти слова используют, когда мы хотим сказать о количестве. А слова, которые соединяются со словами много, мало, изменяются так. Если это слова мужского рода, то на конце появляется «а» или «я». Хлопок, хлопка, чай, чая. Если это слово среднего рода, то на конце пишем «а» или «я». Молоко, молока. Печенье, печенья. Если это слова женского рода, то на конце надо использовать «ы» или «и». Еда, еды. Соль, соли. А во множественном числе есть несколько окончаний. Но чаще всего используем окончание «ов» и «ей». Фрукты – фруктов. Люди – людей. А сейчас мы с вами попробуем узнать, чего же на Земле много или мало. По рисункам вы должны догадаться, чего или кого много или мало. Начали? Ребята, кого вы видите на картинке? Людей. Значит, на Земле очень много кого? На Земле очень много людей. А на этой картинке кого вы видите? Как называются эти животные? Да, это олени. В Кыргызстане осталось мало кого? Оленей. Они занесены в Красную книгу Кыргызстана. Ребята, сейчас вы видите земной шар. Какого цвета там больше? Голубого. Голубой цвет – это вода. На Земле очень много чего? Воды. 70% земной поверхности занимает вода. А это красивое животное называется снежный барс. Их осталось очень мало, и они занесены в Красную книгу. Давайте скажем, на Земле осталось мало кого? Барсов. Ребята, а что мы видим сейчас? Мы видим
фрукты. На земле очень много чего? Фруктов. Ребята, когда мы отвечаем на вопрос «сколько?», говорим о количестве, нам могут пригодиться не только слова «много», «мало», но и слова «больше» и «меньше». Давайте сейчас поработаем с ними. В предложениях со словами «больше» и «меньше» слова изменяются так же, как и со словами «много» и «мало». Например, много еды, больше еды. Много хлопка, больше хлопка. Мало молока, меньше молока. Много соли, больше соли. Сколько здесь ячменя? Много. А здесь его больше. Зимой в Кыргызстане много снега, а в России снега больше. Здесь конфет мало, а здесь еще меньше. А сейчас я предлагаю вам изменить слова в скобках и поставить их в правильной форме. Зимой больше, чем весной. Что у нас должно получиться? Как мы используем слово «снег»? Зимой снега больше, чем весной. В январе меньше, чем в сентябре. Как мы скажем? Как мы изменим слово «фрукты»? Фруктов. В январе фруктов меньше, чем в сентябре. Летом больше, чем зимой. Как правильно сказать слово «солнце»? Солнце. Летом солнца больше, чем зимой. Весной больше, чем зимой. Как надо изменить слово «тепло»? Тепла. Весной тепла больше, чем зимой. Летом меньше, чем зимой. Как мы изменим слово «праздники»? Праздников. Летом праздников меньше, чем зимой. Ребята, а теперь задание из рабочей тетради. В этом задании вместо пробела вы должны вставить слово, а картинки вам помогут. Посмотрите пример. Мы взяли много и картинка. На картинке хлеб. Значит, мы взяли много хлеба. На лугу много чего? Травы. Вы принесли мало воды. В нашей школе много учеников. Сколько ты купил билетов? Налей мне, пожалуйста, больше супа. Смотрите, слова рассыпались.
соберите из них предложение. И тогда у нас получится текст о январе. А теперь давайте прочитаем. В январе бывает много снега. Если мороз не сильный, можно поиграть в снежки. Но если долго играть, начинают мерзнуть руки. Солнце светит ярко, но дает мало тепла. Ночью мороз рисует на окнах сказочные картины. Ребята, давайте с вами соберем из двух частей одно предложение. Я вам дам немного времени, а вы подумайте, какие части предложения мы должны соединить. Больше дела, меньше слов. Меньше еды, больше воды. Много снега, лучше урожай. Больше движения, меньше болезней. Среди этих предложений есть одна примета. Знаете, какая? Много снега, лучше урожай. В этой примете говорится, что если зимой выпадает много снега, это хорошо. Это значит, что урожай будет очень хорошим. А еще среди этих предложений есть пословица: больше дела, меньше слов. Ребята, о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что ценятся не речи, а дела. Лучше больше делать и меньше говорить. А еще здесь есть два правила, которые помогут нам сохранить здоровье. Меньше еды, больше воды и больше движения, меньше болезней. Я надеюсь, что значение этих предложений вы поняли. Меньше еды, больше воды значит, что мы должны больше пить воды и меньше есть. И больше движения, меньше болезней значит, что движение – это жизнь. Чем больше человек двигается, тем он меньше болеет. Я желаю вам здоровья, успехов в учебе. Сегодня на уроке мы с вами узнали, как использовать слова «много» и «мало». Научились правильно изменять слова в предложениях со словами «много» и «мало». Поговорили о том, чего в мире много или мало. На сегодня все. Наш урок подошел к концу. До новых встреч!